Главными гостями празднования Дня защиты детей в мемориальном комплексе «Аллея славы» стали дети-инвалиды и те, кто остался без попечения родителей. С песнями и стихами перед ребятами выступили юные таланты республики. Также участникам празднования удалось посетить выставку, приуроченную к знаменательной дате. Поделки воспитанников Центра образования детей с ограниченными возможностями Куртиловского муниципалитета впечатлили всех присутствующих. Поздравили детей также представители регионального парламента, муфтията, Министерства культуры и молодежи Чечни. Это очень важный праздник в истории не только нашей страны, но и всего мира. День защиты детей означает, что у каждого ребенка в нашей стране, в нашей республике есть права, которые государство обязуется защищать. Здесь же прошла еще одна выставка «Дети против ДТП». В экспозиции более 120 работ учащихся детских школ и искусств республики. Кроме того, представлены рисунки детей из Донецка и Луганска. Приглашенные гости поздравили всех участников, вручили памятные подарки и сладости. Дети показали настолько неожиданную большую импровизацию и очень такие потрясающие образы наблюдаются в их работах. Надо сказать, что наличие мысли прослеживается в каждой работе. В Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями выступили артисты филармонии. Творческие номера показали и сами виновники торжества. Песни, театральные постановки и номера с сурдопереводом зарядили ребят праздничным настроением на весь день. Поздравить детей прибыл и министр труда, занятости и социального развития Чеченской Республики. От регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова дети получили мягкие игрушки. Сувениры из дерева, бисера и ярких тканей. На выставке «Золотые ручки» представлены лучшие детские работы домов культуры и центров творчества республики. Ко Дню защиты детей в парке Материнской славы Министерство культуры Чеченской Республики организовало для виновников торжества праздничное мероприятие. На концертной программе дети исполняют свои лучшие номера. Всем участникам вручили грамоты и памятные подарки. Наш фестиваль собирает не только наших постоянных участников фестиваля, но и новых участников. Мы таким образом выявляем одаренных детей не только среди представителей нашего народа, но и среди других национальностей. Выставка юных любителей искусства прошла и в Доме детского творчества Октябрьского района. Здесь представили поделки, которые дети готовили в течение года. Многие из них отмечены благодарственными письмами, грамотами и подарками различных министерств и ведомств. Кроме поделок, здесь дети показали свои творческие номера. С приятной миссией сотрудники Чечен-Газпрома посетили дом ребенка номер 2. Для музыкального зала приобрели палас, пылесос и другую оргтехнику. Также, чтобы свой праздник малыши встретили нарядными и красивыми, детям подарили модные детские вещи. Концерт, вкусный обед и просмотр любимых мультфильмов. Такой праздник любому малышу придется по вкусу. Руководство торгово-развлекательного центра «Гранд Парк» в комплексе «Like Land» организовало развлекательную программу для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. В ходе праздничной программы ребятам удалось сыграть в веселые игры с персонажами любимых фильмов. Елизавета Чепханова, Зинмхан Закаев. Новости.